З БДУ не адлічылі ні аднаго студэнта за пратэсты, але ці ўсё так пазітыўна ва універсітэце? На нашем факультете, я могу сказать точно, еще нет отчисленных студентов. Вот. У нас проходил совет профилактики, когда вызывали студентов и тех, которые пропускали или куда-то попали. Вот. Им выносили предупреждение, но не было никакого давления в контексте того, что мы отчисляем. Это действительно так. И я хочу сказать, что у нас был разговор с руководством, с деканом Гигиным и его замами. И, в общем-то, они говорили о том, что они делают все возможное, чтобы этого не случилось. БГУ вообще всегда отличалась какой-то такой объемной позицией по разным вопросам. Да? И здесь у нас тоже есть некоторый такой объем, потому что, с одной стороны, у нас были протесты, но не многочисленные. У нас преподаватели поддерживают позицию протеста, но как-то тихо и подпольно. Да? Очень редкие преподаватели могут себе позволить как-то открыто заявить о поддержке протестов и о том, что они осуждают, открыто осуждают происходящее там насилие, ложь и так далее. Вот. Но с другой стороны, конечно же, нас хотят, администрация хочет, чтобы вообще никакого не было протестного движения, чтобы было все тихо, мирно, чтобы не было никаких даже намеков на забастовку. Даже если она проходит, то администрация утверждает, что ее не было. Вот. И постоянно нам, когда мы активно еще с Павлом Барковским и Анной Давидович как-то активно все-таки поддерживали эту позицию забастовки, нас вызывали постоянно на разговор с деканом, с замдеканами, где утверждали, что мы абсолютно неправы, и так далее. Это давление такое внутреннее, оно всегда было. Вот. Но такое чувство, что это, такая живая какая-то ткань активности идет внутри факультета. То есть нет молчания, но в то же нет и громкого разговора. Но какие-то процессы, конечно, происходят. Очень похоже на то, что мы где-то внутри прям готовы, поддерживаем и посмотрим, как пойдет. Но я хочу сказать, что, во всяком случае, я не разговаривала с коллегами-философами, но по тому, как говорил Павел, к сожалению, такой внутренней поддержки от философов меньше, чем от психологов. То есть психологи больше включены, вероятно, в жизнь, и они понимают эту ткань человеческих отношений. А философы, да, они уходят в какую-то такую сферу, посмотрим со стороны, или почитаем Сократа, что он по этому поводу говорил. Будем философски к этому относиться, хотя это совершенно вопросный такой ответ. И боль за студентов, я с ними разговариваю, и они просто рассказывают, что творится у них на душе, им очень тяжело, очень больно, и они в растерянности, они не знают, как вообще пережить, они же чувствительные люди, они же думающие люди, они не знают, как пережить вообще это лицемерие, которое происходит, и насилие, которое происходит, и им строить их жизнь в дальнейшем, да, и у них возникают вопросы, как мы можем учиться на этом факультете, если преподаватели, например, преподавали этики, мне девочка говорила, прям журналистка, преподаватель этики, разбирая на занятиях вопросы, вам не жалко ли этого человека, когда студенты говорят, а вам не жалко тех людей, что сейчас происходит? Она уходит от ответа. И представляете, что возникает у студентов? Это что было такое? Как к этому относиться? Это мы учимся, это про жизнь или про что-то другое? Як выкладчики ставятся до затрыманняў и збіцця студентов? Есть преподаватели, которые выходят и хоть как-то открыто это выражают. То есть даже на ступеньках, когда мы стояли, были преподаватели, которые присоединялись к нам на какое-то время. И есть преподаватели, которые пишут, звонят студентам и их поддерживают, то есть как-то пытаются взять на себя немножко их боль. Да? А есть преподаватели, к сожалению, которые говорят, что нечего было ходить, то есть, что вам не сиделось, сидите, учитесь, да, и на самом деле они таким образом, по сути дела, поддерживают репрессивную систему,
которая существует. И более того, я хочу сказать, это значит, что у них внутри, то есть в их сознании, в их вообще понимании там, конструкции мира сидит вот эта позволительность такого отношения к человеку, то есть насилие, то есть пресечение репрессивными методами какой-то активности, причем эта активность ведь мирная, да, хотя любая активность, даже если она имеет какой-то, допустим, деструктивный характер, она вначале должна быть пресечена и изучена как бы без применения излишнего насилия. Это как бы общеизвестные факты правовые, да. Вот. Поэтому из анализа создавшейся ситуации мы видим, что есть разные картины мира у преподавателей, к сожалению. И вот этот вопрос, как я хотела бы сегодня поднять, что в принципе в системе образования вот терпимость к насилию, допустимость его, она, к сожалению, у части преподавателей и вот самой вот этой системы, она, к сожалению, поддерживается. Вот в чем проблема очень большая. 26 октября были задержаны наши первокурсники нашего факультета, и они были избиты прямо в автобусике, доставлены в РУФТ. Это 17-летние ребята, они были отпущены потом под родительскую гарантию, и также замдекана их забирала. И мы пришли к Гигину и к руководству с вопросом, как отреагирует факультет на факты вот такого насилия, уже конкретного насилия над вашими студентами. Просто нужно прям поставить вопрос, как это было возможно, почему это происходило. Нам было сказано, то есть вот замдекана Екатерина Николаевна Зуева сказала, что мы их забирали, вот я лично их забирала, руки, ноги были, то есть конечности были в сохранности. То есть получается, факт того, что ребята говорили, да, то, что у них есть значит, обследование о сотрясении мозга, о том, что было залито кровью там, куртка, этого недостаточно. Да? Этого недостаточно, и мы не верим, понимаете, мы не верим, что говорят студенты. Мы верим тому, что сказали правоохранительные органы, они просто упали. Ну, як белорусский суд. Да, как это. И, соответственно, мы прям четко ставили вопрос. Вот студенты и там молодые преподаватели со мной были, вот они прям задавали вопрос Гигину. Как вы относитесь к насилию? Осуждаете ли вы его? Он говорит, осуждаю. Да? У Зуевой спрашивают, как вы относитесь к насилию? Очень интересно она ответила. 18 августа совет факультета уже значит, осудил насилие. Мы говорим, как вы лично относитесь, да? И потом 18 августа, когда это было, вот у нас факты. Что собирается делать факультет? Будет ли обращаться в главную администрации университета, чтобы этот факт вообще осудить, чтобы поставить перед там, МВД такой вопрос? Нам сказали, что они делают все возможное. Соответственно, я задаю вопрос. То есть вы дальше не можете этот вопрос поднять. Декан сказал, вы так поняли. То есть вот такой был ответ. Я сказала, хорошо, я поняла. То есть получается, что университет вписан в существующую систему, и да, они на слова говорят, что мы осуждаем, по фактам, по сути дела, ничего сделать либо не могут, либо не хотят, либо не рискуют. Ну, тут трудно мне сказать. Поэтому вот такая ситуация. И действительно, даже если мы начнем просто говорить о фактах насилия, начинает раскрываться вся система, ну, вот, которая заложена Лукашенко. И, соответственно, начнутся много вопросов. Поэтому эту тему просто как переворачивают страницу. Мы создаем такую терпимость к насилию, что это уже, извините, предательство детей. Это уже невыполнение своих прямых обязанностей, сохранение определенного культурного уровня, да, определенного морального уровня взаимодействия между людьми. То есть они просто не выполняют свои обязанности, я так считаю. А если по психологическим моментам, то это предательство. Это предательство детей, тех, кого вы должны защищать. Вот. Это просто так оппортунистически. Там сила, и мы поэтому вот в эту сторону сидим, да, как бы мы оправдываем или делаем вид, что этого не было, не дай бог с нами что-то случится. Но это предательство, я считаю. Да чаго гэта можа прывесці?
А это приводит к очень серьезным вещам относительно того, что происходит с детьми, ну и дальше молодыми людьми, и, собственно, как бы в обществе. То есть мы внутри размываем вообще морально-этические нормы. Вот. Мы, по сути дела, позволяем детям врать. То есть, если взрослые это делают, то как вы можете сказать ребенку не ври, да, если ты сам только что это сделал? А дети очень прекрасно все понимают. Они все это чувствуют, понимают, записывают себе там куда надо. В смысле, я сейчас не про запись реальную, а про то, что в голове у них это откладывается. Вот. И это самые примитивные способы отобрать, унизить, там, забрать у более слабого. Они присутствуют у нас у всех, понимаете? И система образования предназначена для того, чтобы поднять понимание на более высокий уровень, чтобы на самом деле таких фактов становилось меньше, чтобы там, мы помогали слабым, да, развивали более сложную структуру даже тех же наказаний, если все-таки произошло какое-то такое нарушение. А ничего не делающая система образования приводит к тому, что будет увеличиваться количество вот таких нарушений поведения в сторону насилия, в сторону такой развязности. Вот, и это факт. По-моему, Черчилль говорил, если вы не строите систему образования, будете строить систему тюрем. Вот. И вот так. И школа будет больше похожа тогда на тюрьму, да? Потому что будет казаться, что только единственный способ, надо еще больше прижать, еще больше надо репрессий, да? Но это так не работает. Работает как раз доверие. Вот сейчас говорят диалог. Так диалог, это же, например, я взрослый и ребенок, вот у нас идет диалог, ребенок задает вопрос, и взрослый понимает, что где-то он был неправ, и он признает это, и говорит, да, вот тут я признаю, и у них возникает там, допустим, он просит о чем-то ребенка, и ребенок соглашается добровольно на это, а не под принуждением. Это сложный такой момент, не просто заявление диалога, а на самом деле делай так, как мы тебе сказали. Вот. Но это все называется диалог. Студенты, дети прекрасно это чувствуют. И когда мне, например, наше руководство говорило при личной беседе о том, что я наускиваю студентов, я их там, вплоть до того, что я прямо говорю студентам, к какому преподавателю как относиться. Я говорю, боже мой, вы что, студенты сидят на занятиях, они прекрасно оценивают, кто, как и что говорит. Это не табула раса, это думающие люди, у которых есть свое мнение, понимаете. Другое дело, что они очень эмоциональны, они впечатлительны, они, может быть, требовательны как бы по максимуму, максималисты такие, и им нужно говорить с кем-то, чтобы уравновешивать вот эти вещи. Но то, что им ничего в голову не впихиваешь, а то, что они приходят с вопросами, это однозначно. И вот эта позиция, когда там кто-то руководит студентами, это какая-то патологическая позиция, потому что у них есть запрос. И, к сожалению, в настоящее время мы имеем ситуацию, когда на их запросы, вопросы не отвечают. И есть еще один момент. Это я вам сказала, эскалация такая насилия, как бы, когда позволено, и молодые люди там, будут ее проявлять. Там, смотрите, во что дети уже играют. Да? Но есть и другая сторона. Есть ребята, которые, например, действительно боятся. У них есть напряжение, у них есть вопросы, но они боятся, у них нет доверия к окружающим. И вот это горечь, это все накапливается, и мы получим депрессии, например. Да? И мы вполне можем получить всплеск, например, каких-то суицидальных тенденций у молодежи. То есть мы этого хотим, но если ничего не делать, если продолжать в таком духе, то, к сожалению, давайте будем смотреть правде в глаза. То есть агрессия вовне, агрессия на себя. Вот такая вот беда. Тактика репрессий со студентами спрацуе? Я думаю, нет. Я думаю, что она сработает на какой-то короткий период, как бы запугать, но на самом деле не сработает, потому что самые хорошие студенты, они инициативные.
самые такие, имеющие свою точку зрения, они будут себя проявлять. Вы будете отчислять лучших студентов. Все хотят получить какой-то профит, чтобы был у страны. За счет чего? За счет чего? Ну, то есть, просто это недальновидная политика. То есть, вы сейчас вот это загоните, закрутите, и просто все тихонечко завянет, умрет, и все. Но я уверена, что оно не завянет, не умрет, потому что реально большинство людей, хотя, может быть, они тихорятся, но они прекрасно понимают, что так дело не пойдет. Это не будет ни высшее образование, ни университет, это не будет дальнейшем развития общества, и сама жизнь будет требовать что-то менять. То есть это просто дело времени, я уверена. Вот, поэтому... И у нас прекрасные дети, даже если они уедут, какие-то из них уедут, наверное, я уверена, что они с удовольствием вернутся, помогать, поднимать. Вот то, как я сейчас общаюсь со студентами, очень много людей белорусскомовных. Мне стыдно, я так не говорю на белорусской мове, как молодежь говорит. Вот. И они готовы получить образование и приехать, помогать, восстанавливать. То есть, и этот импульс жизни очень сильный, это меня очень радует. Вот эта сила жизни, она в детях присутствует, и нам нужно поддерживать это, нам нужно вместе с ними вот эту жизнь творить, да, а не пресекать, ломать, в асфальт закатывать. Все, уже эта система, она себя отжила, и мы просто жизнь требует изменений, они будут происходить, я уверена. Но тут я хочу обратиться просто к преподавателям, к учителям, к родителям, чтобы они действительно поддерживали, разговаривали с детьми, узнавали их переживания, чтобы находили какие-то общие выходы из сложной ситуации, а не игнорировали, уходили в какие-то абстрактные размышления или там выполнение каких-то оторванных от жизни упражнений и так далее. Этим только хуже сделаете и себе, и детям. У нас идет преобразование общества, и мы вот прям столкнулись с ситуацией, когда просто необходимо преобразование педагогической системы, вот ее надо менять в сторону более гуманной. Так или иначе, она нам осталась в наследство от советской системы. Да? И там, в принципе, было все общество определенным образом построено, и педагогическая система, она как бы в нее включалась. Вот. И сейчас это уже просто не соответствует действительности. Вот эта система образования не соответствует действительности. Но, вот тот момент, люди, которые в ней работают, очень многие, они же вот сами прошли вот эту всю систему образования, начиная со школы, потом с института или университета, и они приходят, у них как бы нет представления, что можно по-другому. Они считают, они искренне считают, что иначе как не наказать студента, по-другому он делать ничего не будет. Вот. В то время, когда на самом деле, вот если поговорить со студентами, я много говорю со студентами, то есть когда мы пишем там и дипломные, курсовые, и в рамках там курсов, первым делом они готовы рассказать вот именно ту боль, которая пришла, и которая недоумение, непонимание вот лицемерия, там, присутствие насилия, которое они принесли со школы. И получается, что в университете мы имеем детей, они уже, в общем-то, подростки, юноши, девушки, которые нуждаются в реабилитации, понимаете? Может быть, я как-то там сумбурно все сказала, но суть как бы подведу итог, что мы, к сожалению, сейчас имеем еще последствия вот этой репрессивной системы образования, которая пришла от нам от советских времен, и она требует, вот просто дети требуют ее реорганизации, иначе она не справляется. Первое, что мы видим, это снижение мотивации. То есть дети не хотят, студенты не хотят ходить на занятия. Как это решается? Опять же репрессивными методами, понимаете? И это опять не работает. Да? Вот посмотрите, сейчас вот присутствие на занятиях вот отмечается, и это является вот сейчас как раз и основанием для того, чтобы
сохранить стипендию или даже отчислить, если не присутствует определенное количество там, времени. Но вопрос ведь не в том, что там, студент не ходит на занятия, потому что он ленивый, вот это тоже очень всегда, ленивые, не хотят ничего делать, или у них нет заинтересованности почему-то. Почему нет заинтересованности? Вы проанализируйте, что происходит. Даете ли вы те знания, которые соответствуют действительности?